узбекский артист Борода Шайтана. Отель за $500 миллиона на день рождения президента. Участник драки со скинхедами арестован. Народный артист Узбекистана Йодгор Саадиев раскритиковал ношение бороды узбекской молодежью, назвав это дьявольским проявлением. Соответствующая видеозапись была опубликована в интернете 17 июня. Артист считает, что такую бороду, которую все чаще носят молодые люди в Узбекистане, называют бородой шайтана. Данное заявление вызвало бурю негодования и критики в адрес Саадиева. Некоторые исламские порталы назвали слова артиста оскорблением ислама, а пользователи социальных сетей призвали его не вмешиваться в то, чего он не знает. Например, один из пользователей Facebook, Муратбек Фазылов, прокомментировал это видео следующим образом. Артист, который вчера надевал женские рубашки из атласа, не имеет права рассуждать о религии. Когда же узбеки обретут спокойствие, если всякие юмористы рассуждают о бороде и платке? Другой пользователь социальной сети Камалиддин Билалов отметил следующее. В его физиономии выражается советское воспитание. Он должен срочно покаяться. Я удивляюсь, что говорит о религии этот человек, не знающий разницу между сунной и ваджибом. Пусть Аллах простит этого осла. Примечательно, что данные слова Йодгора Саадиева были опубликованы на официальной странице администрации Уйчинского района Наманганской области, что в очередной раз подчеркнуло позицию властей по поводу возрастающего влияния ислама среди узбекского общества, особенно среди молодежи. Несмотря на то, что узбекский режим заявляет о своей приверженности к реформам, антиисламский характер его внутренней политики сохраняется. Напомним, что согласно сообщениям СМИ в начале июня в городе Ангрен в Ташкентской области десятки мужчин были вызваны в органы внутренних дел, где им принудительно сбрили бороды. Pasport stolida va prava beradiganlar soqolingni olib keladigan odamning ovozini yozing yana yoki ikkita guvohingiz bilan kiring, guvohlik bersin, ustidan arizani 29 июня в свой день рождения президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл на юге Ашхабада отель, названный в его честь – Аркадак. Об этом сообщило Госинформагентство ТДХ. Напомним, Бердымухамедов наградил сам себя данным титулом в 2010 году, что в переводе означает «покровитель». В церемонии открытия принимали участие чиновники высшего ранга, в том числе председатель Верховной Палаты и другие руководители различных структур. На церемонии президенту вручили в подарок золотую статуэтку. Роскошь гостиничного комплекса, построенного за бюджетные деньги, поражает воображение. По территории комплекса протекает искусственная река, а кухня построена в виде белой юрты. Подчеркивается, что возведение данного комплекса обошлось бюджету страны почти в $500 миллионов США. По мнению наблюдателей, все дорогостоящие объекты в Туркменистане после введения в эксплуатацию пустуют, поскольку страна изолирована от внешнего мира, а туристы не приезжают в страну. Таким образом, дорогостоящие объекты не только нерентабельны, но и убыточны для бюджета. На содержание этих объектов выделяются огромные деньги. И это все происходит в то время, когда страна переживает тяжелейший экономический кризис. Они решили тренировать на таких лицах. Как стало известно 29 июня, суд в Москве арестовал на 2 месяца Амиршоха Хусейнова, таджикского трудового мигранта, который участвовал в драке со скинхедами. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook правозащитница Валентина Чупик. Напомним, 23 июня группа скинхедов шла по улице Толбухина в Москве, выкрикивая лозунги «Россия для русских, Москва для москвичей». Однако они были остановлены группой выходцев из Дагестана и стран Центральной Азии, вследствие чего произошла драка. На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как в ходе драки скинхеды угрожали оппонентам ножами, а один из них даже достал пистолет. Впоследствии все участники драки были задержаны полицией. Телеграм-канал Мэш сообщил, что при задержании у скинхедов нашли 3 перочинных и 1 канцелярский нож, а также пневматический пистолет.
Стоит отметить, что по сообщению правозащитницы Валентины Чупик, Амиршох Хусейнов, вопреки рекомендациям адвоката, признался в применении оружия, которого у него не было, что говорит об оказании на него физического давления со стороны следственных органов. Еще немного и выяснится, что это именно Амиршох кричал «Россия для русских, Москва для москвичей», пишет правозащитница. Примечательно, что суд не усмотрел в действиях вооруженных скинхедов совершенно ничего противозаконного и посчитал доводы следствия достаточными для применения в адрес выходца из Таджикистана меры пресечения, в то время как доводы стороны защиты выглядят весьма убедительными. Россия для русских, Москва для москвичей! Россия